В нескольких квартирах Мирного внезапно потемнело. Электричество отключили за неуплату, сумма долга исчисляется миллионами рублей. По какой причине люди попадают в черный список и как избежать отключения электроэнергии, узнавала Марфирина Алексеева. Отключение электроэнергии – крайняя мера, на которую идут энергетики, проводя работу с неплательщиками. Мирнинское предприятие жилищного хозяйства напрямую обслуживает 20 многоквартирных домов Мирного. Еженедельно в список на отключение попадают от 10 и более квартир. Прежде чем произвести отключение, сотрудники предприятия в буквальном смысле пытаются достучаться до каждого должника. Как правило, жители не открывают двери и выходят лишь тогда, когда в квартире гаснет свет. А вот с теми, у кого счетчик находится в квартире, сложнее. Электроэнергию мы вообще Не будете отключать? Вместе пойдем завтра к директору? Если вы Вместе пойдем сейчас к не нему. разрешите нам зайти отключить электроэнергию, значит завтра мы придем с полицией. Вот завтра я подъеду утром к вам и к директору. И будем с ним общаться. В список должников попадают люди, не оплатившие услуги за потребление электроэнергии в течение 2 и более месяцев. Причем независимо от суммы задолженности. Об отключении должников уведомляют за 20 дней. Некоторые жители и после отключения умудряются провести электроэнергию незаконным путем. Таким образом, должник пользуется электричеством за счет соседей. Довольно-таки опасно. Хочу предупредить всех желающих самовольно подключаться. Опасность заключается первое. Возможно, поражение электрическим током раз. Во-вторых, да, это что может привести к смертельному исходу. Второе, значит, в данном случае, так как работа проводится под напряжением, возможно короткое замыкание, пожар. То есть создает угрозу не только себе, но и всем жителям данного этажа. Самовольное подключение является административным нарушением и наказуется штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным и пенсионерам всегда идут навстречу. Для того, чтобы получить отсрочку, надо оплатить хоть какую-то часть долга и написать заявление на имя директора предприятия, указав, на протяжении какого срока должник обязуется погасить долг. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный.